Жизнь, в том числе политическая, в прямом эфире. Для современной молодежи это в порядке вещей. Они ведут так называемые стримы прямо с незаконных акций. Правда, большой вопрос, что из этого имеет отношение к политике, где тонкая грань между простым собиранием лайков и активной гражданской позицией. Можно задавать еще сотни подобных вопросов, но игнорировать интернет-реальность не получится, в том числе действующим политикам и политическим партиям. На этом сошлись участники заседания экспертного клуба «Волга» в Казани. Об этом говорят и исследования социологов. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров доложил, в среднем около 50% россиян склонны доверять онлайн-источникам, 30% не доверяют. Поэтому вопрос, нужно ли политикам присутствовать в интернете, в частности в социальных сетях, давно перешел в разряд риторических. Другое дело, с каким контентом они туда выходят, к чему призывают. Если все в рамках правового поля, можно только приветствовать и поощрять такую активность. Если это призывы к экстремизму или разжиганию национальной розни, государство должно жестко реагировать, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Интернет такое же пространство общественное, как любое другое. Если вы в этом общественном пространстве призываете людей к противоправным действиям, например, к изготовлению взрывчатки, да, то наказание должно следовать точно такое же, как если бы вы нашли этого человека где-нибудь в подворотне. Да? Это одно и то же. Мы же видим, что сейчас вся политическая мобилизация, особенно политическая мобилизация молодежи, идет через инструменты интернет, связанные с цифровыми инструментариями. И это только будет развиваться. Интернет-пространство будет ключевой ареной для политической борьбы в этом году. И, кстати, я считаю, что это даже лучше, чем если бы такой ареной были улицы. Наводить порядок как в информационном поле, так и непосредственно на улицах, то есть на митингах, государство будет более жестко. Такие инструменты появляются с марта этого года. В России увеличены штрафы за неповиновение силовикам. За однократное нарушение штраф для граждан составит 2-4 тысячи рублей или арест до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания – обязательной работы до 120 часов. За повторное нарушение наказание жестче, штрафы уже от 10 до 20 тысяч рублей, срок исправительных работ до 200 часов. Также вводятся штрафы за нарушение порядка финансирования массовых акций. Еще одна реальность, с которой придется считаться с 1 марта – это уголовная ответственность для физических лиц иноагентов. Наказание ждет, если признанные иноагентами физики не подадут заявление о включении в реестр Минюста. Это коснется журналистов, политиков, общественников, НКО, которые ведут политическую деятельность в России, но получают финансирование из-за рубежа. Надо видеть эту картину, понимать, кто и за какие деньги работает на политическом поле, и в зависимости от этого принимать соответствующие встречные меры на государственном уровне, на уровне политических организаций, политических партий и так далее, и так далее. С другой стороны, совершенно очевидно, что нельзя впадать в административный раж, нельзя впадать, так сказать, в упоение от запретов. Еще одно обсуждаемое нововведение – изменения в законе о персональных данных. С 1 марта, согласно новому документу, граждане сами будут решать, какую личную информацию, фамилию и имя, адрес, телефон можно использовать публично, а какую нет. Раньше они давали согласие на обработку своих персональных данных, просто поставив галочку рядом с пунктом «Разрешаю». Кроме того, теперь операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. Если, например, я увидел свою фотографию, себя на фотографии у вас, я имею полное право написать либо вам, либо оператору, который обладает данной сети, и попросить его, чтобы меня удалили. И тогда уже оператор лично, либо вы лично должны будете доказать, что вы имеете право на распространение такой информации. Если же вы не сможете доказать, то вы обязаны удалить. Если есть возможность здесь как-то это регламентировать, но опять же, чтобы все стороны пришли к консенсусу, я считаю, что это лучше, чем то, что происходит сейчас, потому что сейчас персональные данные можно купить на любом рынке практически, это не очень хорошая ситуация. Очень сырой закон, я думаю, что следующая поправка уже будет к 1 июля. Сейчас ее обкатают, в принципе, в России всегда так делается. Новая реальность уже наступает. Это уже другой вопрос, как скоро эти нововведения реально заработают. Не замечать, игнорировать реалии недальновидно, а иногда и опасно. На заседании «Волги» интернет-технолог Тихон Макаров привел ряд примеров, когда оторванность от народа, его запросов и чаяний стоила политической карьеры главе поселения в Повалихино Костромской области, который с треском проиграл выборы местной жительницы, бывшей уборщицы. Другой нашумевший случай фиаско на выборах экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой.
Самый популярный комментарий, который люди писали ей, был: а где ты раньше была? Почему ты вот с этим как бы спичем искренним, ты к нам не выходил, мы бы за тебя проголосовали. То есть это очень важно. Социальные сети не помогут вам выиграть выборы, но без них вы точно выборы не выиграете. Я как блогер скажу, конечно, что онлайн всегда важнее. Дела – это первейшее, то, что служит, как мне кажется, ориентиром для избирателя. И все-таки онлайн или офлайн, и то, и другое пришли к выводу участники заседания клуба «Волги». Любопытно, что по ходу мероприятия было проведено онлайн-голосование среди зрителей, и оно показало главный фактор оценки и доверия к политику вовсе не количество подписчиков. 67% проголосовавших отметили, что для депутата большое количество подписчиков в соцсетях – это не преимущество. Гораздо важнее реальные дела. Исходя из этого, политолог Марсель Сабиров считает, что одним из трендов нового политического сезона станет поход в депутаты представителей бизнеса, реального сектора экономики. Бизнесмены – это активнейшая часть общества. Это те люди, которые создают рабочие места. Это средний класс. Средний классу не скажешь, например, молчи. Не скажешь ему: голосуй вот за это, сделай то-то, то-то. Это люди на самом деле действительно независимые. Все же видят опять-таки в социальных сетях только одну часть бизнеса. Там, красивые машины, дома и так далее. Но никто не видит о том, что эти люди по 20 часов в день работают. И вот такие люди с активной жизненной позицией, именно бизнесмены, могут стать как раз новыми лицами. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, 7 дней.